В университете прогремел этнофест. Мероприятие всероссийского масштаба провел в своих стенах Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы. Талантливейшая молодежь страны представляла народные мотивы в творчестве на первом всероссийском молодежном этнофестивале «Этнофест-2012». Это событие запомнится нам надолго. Такие песни, танцы, озорство и задор могут быть только на студенческом фестивале. Свои таланты приехали показать студенты из университетов Горно-Алтайска, Челябинска, Екатеринбурга, Набережных Челнов и, конечно же, университетов нашей республики. Участникам выпала честь выступать перед выдающимися музыкантами, хореографами, режиссерами, известными педагогами, специалистами в области искусства и культуры, такими как Флюра Кильдиярова, Вахид Хызыров, Нафисат Улубаева, Рафис Хайруллин, Альфия Тимиргазиева, Виктор Ярцев, Ленара Тагирова. Весь четверг, 6 декабря, участники и члены жюри провели в актовом зале университета. Последним предстояло выбрать лучших в каждой из 5 конкурсных номинаций.
Аппақымен гәлейін, шақымен гәлейін, қырдары салауат көпірегі өткен ғайыр бәлдары. Аппақымен гәлейін, шақымен гәлейін, қырдары салауат көпірегі өткен ғайыр бәлдары. Красавицы, да под окошечком сидят. Они сидят и вышивают, да про любовь все говорят. А до вечера, девки, до вечера, девки, вечер, девки, пивоварничали, вечер, девки, пивоварничали. Да пришел и к девкам, да пришел и к девкам, пришел к девушкам, не знал и гостей.
Эти номера – яркое доказательство того, что подобного рода фестивали нужны и важны молодежи. Вот что об этом говорят сами участники. Вообще эти фестивали не нужны, потому что в современном мире культура наша теряется, язык наш теряется, а именно чтобы развивать, показывать, что у тебя есть свой определенный круг, свой язык. Такие мероприятия нужны и обязательно. И что особенно, мне кажется, что именно проводят это инициатива молодежи, что они хотят возродить культуру, традиции, которые утеряны сейчас. Чтобы узнавать культуру разных народов, и опыт, и в хореографическом, и в творческом тоже смысле это очень имеет большое значение. Наверное, скорее всего, запомнились необычные инструменты, губные штучки называются. Разные инструменты, музыка совсем другая совершенно. Очень интересно. Очень яркие, красивые. Знакомство с другими культурами. То есть мы приезжаем, мы показываем что-то свое. Приезжают вот даже ребята с Горно-Алтайска. Мы же смотрим на их именно национальную культуру. Они смотрят на то, как мы работаем. То есть это вот обмен опытом. Председатель жюри Флюра Кильдерова считает, что страны с такой творческой молодежью, которая чтит традиции родного народа и уважает чужие, большое будущее. Педуниверситет имени Акмуллы очень хорошие мероприятия проводит, такого всероссийского масштаба, можно сказать, даже международного масштаба, с хорошей идеей, с хорошей мыслью. И я считаю, что это такое очень хорошее начало. Сама идея фестиваля современно, на сегодняшний день, я бы сказала, очень актуальна, потому что это наши будущие педагоги. Конечно же, они должны нести среди детей, среди молодых людей именно вот ту идею, которая здесь заложена уже, да, именно этнофестиваль называется. Именно вот сегодня вот эти этнические корни, когда вот идет, можно сказать, наплыв такой европеизации везде в культуру, это очень важно сохранить свое лицо. Каждая культура должна сохранить свое лицо, свой колорит, свою музыку, свои танцы. И это вот сегодня ведущие вузы России, вот это сегодня показывают, не только Россия. Гала-концерт вобрал в себя самые яркие номера фестиваля. Полный зал зрителей бурными овациями встречал каждого участника, независимо от того, какой вуз он представлял. Зажигательные массовые танцы, народные песни или их стилизация, от прослушивания которых захватывает дух, яркие национальные элементы в одежде, неповторимые звуки национальных инструментов – все то, чем запомнится первый всероссийский молодежный этнофестиваль «Этнофест-2012». Ну а гости, кроме ярких впечатлений, увезут с собой дипломы участников и лауреатов разных степеней и памятные кубки. В номинации «Инструментальный жанр» лауреатом первой степени стал инструментальный ансамбль «Традиция» Набережно-Челнинского института социально-педагогических технологий и ресурсов. В номинации «Театр моды» лауреатами второй степени стали наши девочки из художественно-графического факультета с театром моды «Айгло». Лучшим вокальным ансамблем признали коллектив Аграрного университета «Юность». А за свой номер «Подушечка» народный русский фольклорный ансамбль «Таусинь» БГУ стал победителем в своей номинации. Очень хорошие вокальные данные показали Дамира Дустова, студентка Института педагогики нашего университета, и Марианна Хузун из Уральского государственного педагогического университета. Они разделили первое место в номинации «Вокал-соло». Лучшим танцевальным коллективом признали народный ансамбль «Танцы Ирендек». Балалайка Рамиля Ахмедшина не оставила равнодушным никого, в том числе и жюри. Они признали его лучшим в номинации «Инструментальный жанр». Конечно, нужно возрождать культуру. Культуру надо знать культуру каждого народа, уважать культуру свою и других народов. Тем более Россия многонациональная страна, Башкортостан тоже. Гран-при Всероссийского молодежного этнофестиваля «Этнофест-2012» получил вуз, который принял активное участие в фестивале, представив номера во всех номинациях. И таким оказался Набережно-Челнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов. Кубок победителей в этом году уезжает в Татарстан. А наш университет уже начинает готовиться к «Этнофесту-2013». Я уверена в том, что фестиваль будет продолжаться на следующий год. Может быть, он приобретет большие масштабы. Я думаю, что в следующем году состав участников будет значительно шире, и приставка с международным участием будет как раз уже оправдана.